Нужно ли тебе созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Добрый день, друзья! Рады приветствовать вас на АЛЛАТРА ТВ в прямом эфире в рамках проекта «Созидательное общество». Сегодня у нас в гостях Зебанисо из города Душанбе, Таджикистан. Здравствуйте, Зебо. Здравствуйте. Зебо, расскажите, пожалуйста, немножко о себе для наших зрителей. Ну, если вкратце, я родом из Таджикистана, и я жила здесь, я закончила университет на переводчицу, и, в общем-то, ну, сейчас, как видно, что я здесь. В Душанбе я сейчас живу в данное время. Здорово. И, дорогие друзья, для тех зрителей, кто впервые подключился к нашему эфиру, мы хотим рассказать о проекте «Созидательное общество». Проект «Созидательное общество» — это глобальный общечеловеческий проект, который реализуется уже во всем мире, в 180 странах. И этот проект, он имеет этапы. Сейчас идет информационный этап. И на этом этапе очень важно проинформировать каждого человека планеты Земля об этом проекте, рассказать каждому, что он имеет возможность жить в счастливом обществе, в безопасности, в комфорте. И каждый день во множестве городов, в разных странах, на разных языках проходят прямые эфиры, берутся интервью, проводятся круглые столы. И звучит везде традиционный вопрос: а как вы себе представляете созидательное общество? А хотите ли вы жить в созидательном обществе? И, конечно, Зебо, мы вам тоже хотим задать этот вопрос. Зебанисо, а как вы себе представляете созидательное общество? Ну, созидательное общество, можно сказать, что я знаю, что будут и другие этапы, да, но на сегодняшний день могу сказать, что созидательное общество для мира, который сейчас есть, это идеальное общество будет. Это будет общество, которое всем все будет обеспечено. Это, я думаю, самое главное, когда у тебя все есть, ты можешь уже думать о развитии. И я думаю, это очень классно. Да, здорово. Действительно, насколько важно, чтобы каждый человек, у него были закрыты, да, то есть он был обеспечен всеми базовыми потребностями, да, это еда, жилье, медицина, образование, и тогда, когда человек может действительно вздохнуть легко, вот этот груз проблем, который действительно нависает сейчас над многими людьми, о том, как выжить, если он спадает, то у человека вырастают крылья, и у него появляется вот этот ресурс творить, ресурс развиваться, и насколько это важно действительно. Да. И на самом деле, я думаю, не будет никакие задние мысли, да, что, например, на сегодняшний день, когда если так, да, прямо наглядно смотреть, средний человек, который в среднем живет, это где-то максимум 80 лет, да, где-то из этого 30 лет просто идет на карьеру, на питание, на беготня, и если вдруг ты заболеешь, то все, еще 20 лет ты потеряла. А если так взять, да, когда у тебя самое элементарное, ты обеспечена, ты можешь столько творить, столько хорошего сделать. Это реально будет общество мечты, одним словом можно сказать. Да, да. И это абсолютно реально на сегодняшний день это сделать. И более того, миллионы людей по всему миру уже
действуют и уже делают, уже строят это созидательное общество. И вот здорово, что сегодня вот как раз у нас уже второй прямой эфир, который участники из Таджикистана принимают участие. И спасибо большое, что Таджикистан тоже поддерживает созидательное общество. А мы также знаем, Зубанисо, что вы смотрели конференцию, которая проходила 20 декабря 2020 года. Это была глобальная конференция, на которой объединились миллионы людей со всего мира. Эта конференция была организована волонтерами, то есть людьми, которые в свободное от работы время все делали, организовывали. И ими двигало вот это стремление изменить ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, потому что мы все видим этот тупик нашей цивилизации. И вот как раз эта конференция была нацелена на то, чтобы вместе увидеть этот выход из этого тупика, созидательное общество, в котором бы мы все жили действительно достойно. И прежде чем спросить у вас ваши впечатления, для наших зрителей хотим показать небольшой ролик, вот фрагменты из этой конференции небольшие. Давайте посмотрим. Сегодня объединились миллионы людей для того, чтобы взять ответственность за наше будущее и будущее наших детей, и будущее всей цивилизации. Мы здесь для того, чтобы заявить, мы хотим созидательное общество, и мы его можем построить. Мы должны перенаправить наше внимание на то, что сохранить жизнь всему человечеству. Сделать это нужно сейчас. Ставить человеческую жизнь превыше всего и распределять ресурсы соответствующим образом – это единственный путь. Нам надоело, совершенно надоело жить в страхе, где мы все время чего-то боимся. Мы, люди планеты, объединяемся для того, чтобы создать достойный мир. Вместе мы сможем преодолеть все по-человечески, протянуть руку помощи каждому человеку в созидательном обществе. Никому не будет страшно столкнуться с катаклизмами, потому что ценность человеческой жизни в таком обществе стоит на первом месте. А для этого необходимо активно информировать людей о проекте «Созидательное общество». О нем должны узнать действительно все люди на планете. Поэтому не хватает тебя, дорогой друг. Тебя, твоих родных, близких, коллег и всех, кого ты можешь проинформировать о нашем общем деле. Спасибо большое за видео. Зыбо, поделитесь, что вот вас впечатлило в этой конференции, какие поднятые вопросы откликнулись. Расскажите, пожалуйста. Ну, в основном откликнулось все, что там, обо всем, что там говорят. Но самое, что запомнилось, это то, там был такой ролик, что показывают про инопланетян, которые прилетают в Землю, и они спрашивают, да, вот, что вам не хватает, чтобы на Земле все было хорошо. И они говорят, нам не хватает денег. И потом они так интересно, как бы, да, и что такое это, чтобы мы как бы могли добыть это и принести вам, чтобы у вас все было хорошо. Они говорят, да нет, это мы все как бы все сами сделаем. И самое интересное, что они как бы они, можно сказать, они понимают, как это они делают сами, и из-за этого как бы людьми то же самое, и это относится к каждому из нас, не то чтобы, ой, как бы не я, да, нет, это к каждому из нас как бы относится, и действительно ты понимаешь, какой-то замкнутый круг оказывается, вот. И на самом деле конференция была... Я не ожидала, что столько людей, которые сейчас смотрят, ну, когда ты как бы, да, когда интернет есть, когда все возможно, и ты смотришь на каждой платформе, на каждой вот, сайте, да, есть
много людей, которые наблюдают, которые смотрят, и это еще вдохновляет, что да, конечно, можно, да, просто нужно взять и делать. Да, действительно, это очень вдохновляет. Нас очень много активных, кто уже подключается, но надо еще больше, да? Это И естественно. да, поэтому, в принципе, мы проводим и прямые эфиры, мы говорим с каждым, с кем знакомимся, о созидательном обществе и спрашиваем каждого. Зыбой, и мы также знаем, что вы прочли статью «Основы и этапы построения созидательного общества». И в этой статье выложены как раз 8 основ. Это те столпы, опираясь на которые мы строим созидательное общество. И предлагаем сегодня поговорить об этих основах. Как изменится ваша жизнь, да и жизнь каждого человека, когда эти основы будут реализованы. И, пожалуй, начнем сразу с первой основы. Это ценность жизни человека. Попросим техническую поддержку вывести на экран и зачитаем еще. Ценность жизни человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества – обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит ценны все люди. Давайте поговорим об этой основе. Как изменится ваша жизнь и жизнь каждого человека на Земле, когда эта основа будет реализована, когда жизнь человека будет поставлена во главу угла? Смотрите, вот в начале, да, мы начали передачу с того, что кто, например, эта девушка, да, которая сейчас дает интервью, да. На самом деле, если так взять, я не могу считать себя человеком, который много чего видела, но в своей жизни я думаю, видела разные степени жизни человечества. И исходя из всего этого, я могу сказать, что ценность жизни человека, да, я много как бы где видела, что это на самом деле не ценится, это просто какой-то ресурс, можно сказать, которые хотят от него чего-то добиться, да, какими-то своими мыслями. А то, что ценность человека и еще общество делает все ради одного человека, и как бы и один человек для других, это, я думаю, это вообще здорово, во-первых. Во-вторых, еще наклоняясь к нашей вере, да, вот я мусульманка сама, да, и в Таджикистане многие из жителей Таджикистана тоже мусульманины, и наш пророк, когда как бы приехал, можно сказать, да, он сказал, что каждый человек, он как бы ровен каждому. И те слова, которые сейчас я как бы ощущаю, да, то, что я чувствую, наверное, трудно будет передать. Но я скажу одно, что это самое главное здесь, на земле, на самом деле, это самое главное. Вот. Спасибо большое. Да, действительно. Да, говори. И то, что я сказала, да, это на самом деле очень коротко. Об этом можно и писать книги. И это на самом деле очень обширная тема, что можно разобрать и говорить об этом, потому что ценность жизни человека, это, можно сказать, бесценна, по крайней мере, на Земле. Да, действительно, можно, наверное, целый эфир посвятить одной только основе, и все равно не проговорить все, что можно было бы сказать, да? А нам хочется за тот короткий промежуток времени, который нам отведен, поговорить обо всех практически основах. Мы надеемся, что нам это удастся. Да, и хотела добавить еще по поводу ценности жизни человека, что действительно в созидательном обществе ценность жизни будет не просто задекларирована на бумаге, как сегодня, потому что в каждой конституции каждой страны прописано, что жизнь человека является ценностью, да, но мы видим, что по факту этого нету. То в созидательном обществе это действительно будет на практике,
и это будет основополагающим. Поэтому эта основа и стоит первой. Не просто так, а действительно, что это как основа основ, ценность жизни человека. И сейчас хотим зачитать вторую основу. Просим вывести на экран вторую основу — свобода человека. Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других людей. Вот такая основа. Что можете сказать по поводу второй? Зебо. У нас, наверное, немножко интернет пропадает. Наверное. Зебо, вы нас слышите? Да вот. Да, это нюансы прямого эфира. Да, так бывает, что иногда подводит нас интернет, который еще пока что не у всех хороший, не во всех странах мира, но это все равно не мешает нам действовать в построении созидательного общества. И вот я вижу, что Зебо уже есть с нами сейчас. Наверное, и техническая поддержка картиночку добавит к нам в эфир. Вот, Зебо. Отлично. Пропадал интернет. По поводу второй основы свободы человека, что вы можете сказать? О свободе человека, да. Ну, давайте все же как бы о том, что я видела, да, о том, что я ощущала на себе. В 2018 году я поехала в другую страну, в Германию, и я там жила год. И это мне дало огромный опыт мировоззрения и ощущения. И когда ты сравниваешь, да, свою страну с другими странами, да. И, во-первых, в свободе, тоже о свободе можно сказать очень многое, прям очень многое. И то, что я столкнулась, да, с тем, что я столкнулась, я могу сказать, что когда вот свободно ты мыслишь, на самом деле мыслишь, не так, что «ой, этого нельзя сказать» или там что-то как-то, как бы, кто-то об этом как-то подумает, это во-первых. Во-вторых, и когда человек настолько свободен, что он может путешествовать по миру, и, во-первых, это очень огромный багаж знаний, во-вторых, это польза тоже, а в-третьих, я думаю, когда человек тоже свободно мыслит, да, это приводит его к очень многим. И насчет тех людей, да, которые, например, в наши страны, многие из наших, многие наших граждан поедут в другие страны, чтобы зарабатывать деньги, да, и, естественно, их свобода нарушается, да, это очень печально, очень больно, да, и я думаю, наверное, это тоже одна из самых наилучших, что может быть для человека, одного человека, и потом для других тоже, да. Наверное, это самое нужное для человека, когда ты на самом деле чувствуешь себя свободной, и ты делаешь все, например, все, что хочешь. И это самыми лучшими способами, а не так. Можно как-то так еще думать. Вот. Да. Свобода действительно такое широкое понятие, да, что даже и свобода в выборе профессии, и свобода места проживания, и свобода передвижения. Кстати, да, насчет свободы выбора профессии, да, здесь можно очень много говорить, что ты не будешь думать, что какая профессия востребована, да, ты будешь делать все, что как бы ты хочешь. И когда ты делаешь с любовью, да, и другие люди принимают это с любовью. Например, вот о себе могу сказать, что
Я бы попробовала себе, например, где-то в разных сферах, где-то 5-6 сферах. Там и дизайн, и там архитектура, и там, ну, все, да. А когда вот смотришь, да, когда, как это будет происходить, ты прям остановишься и говоришь, нет, нам просто нужно как бы деньги зарабатывать. Это наши реалии сегодняшние. Да, созидательное общество, оно позволит как раз попробовать все сферы деятельности, к чему лежит душа. И предлагаю перейти к следующей основе. Это безопасность человека. Безопасность человека. Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилище, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Научная, производственная и технологическая деятельность общества должны быть направлены исключительно на улучшение качества жизни человека. Гарантированная экономическая стабильность, отсутствие инфляции и кризисов, стабильные и равные цены по всему миру, единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие такового. Безопасность человека и общества от каких бы то ни было угроз обеспечивается единой общемировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Забос, что скажете по этой основе? Если очень-очень-очень коротко, да, я бы подписывалась под каждым словом, что тут написано, и то, как вы прочли, да, смысл безопасности человека. Это самое нужное, это очень-очень сейчас прям необходимо, чтобы безопасность человека была как бы... Основополагающий. Да. Забо, вы заметили, да, что вы по каждой основе вы говорите, что я считаю, что это самое главное. Да, кстати, тоже, да. Действительно, тут сложно переоценить, действительно, каждая основа, она настолько важна, что нельзя сказать, что вот эта основа самая важная, да, или вот эта основа самая важная. Действительно, каждая основа, она важна, и нельзя исключить ни одну из них. То есть настолько вот целостная такая картина вырисовывается, да, только когда каждая основа, она действительно должна быть реализована. Да. И предлагаем зачитать 4-ю основу. Выведите нам, пожалуйста, 4-ю. Это прозрачность и открытость информации для всех. Каждый человек имеет право на получение достоверной информации о движении и распределении общественных денежных средств. Каждому человеку доступна информация о статусе выполнения решений общества. СМИ принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво, открыто и честно. Как изменится, Забо, наша жизнь, если эта основа будет реализована на практике? Что можете сказать? Кажется, опять интернет барахлит, да? Забо, вы нас слышите? Алло. Наверное, у нас интернет. Забо, нас слышно? Не слышит, видимо. Ну, такое бывает. Да, сегодня почему-то у нас немножко слетает наш интернет. Вот, ну, в принципе, это не страшно. Вот, наверное, уже Забо нас слышит, да? Забо, нас слышно? Наверное, не слышно. Да. Забо, слышно нас?
как мы видим, нам надо улучшать нашу интернет-связь. И на самом деле очень легко и просто можно сделать ее и доступной, и бесплатной для всех людей, и качественной, но в созидательном обществе. В обществе потребительском это невозможно, потому что это просто невыгодно, да, и нам надо как-то каждый в своей сфере зарабатывать деньги, чтобы как-то жить, да, и поэтому у нас до сих пор вещи ломаются, портятся, а если бы они не портились и не ломались, да, то каким образом можно было бы зарабатывать? Это бы не получалось, поэтому только в созидательном обществе, а потом и в идеальном обществе возможно будет, чтобы все служило нам долговечно, да, чтобы не было вот так, как сегодня. Да, да. Зебо. Если бы как-то с ней связаться, чтобы она вышла и зашла обратно. Ну вот она вышла, видимо. Угу. Да, для наших зрителей еще хотим рассказать по поводу проекта «Созидательное общество», пока подключается ЗБО, что на самом деле сегодня уже практически все страны мира подключились к реализации этого проекта, и что этот проект — это не то, что придумал какой-то один человек, а это действительно это волеизъявление всех людей, потому что даже если посмотреть, когда мы приходим друг к другу на день рождения или на какой-то праздник, и что мы друг другу желаем, а мы желаем здоровья, счастья, любви, достатка, благополучия, всего самого лучшего, да, но пока что это вот только на уровне желаний и происходит, да, но мы желаем друг другу на самом деле вот этого созидательного общества, то есть это подтверждает, что все мы внутри хотим вот именно такой жизни, мы хотим жить в таком обществе, но потребительский формат, он диктует нам другие условия. И поэтому нам сейчас вот нужно сделать этот шаг, объединиться вокруг этой идеи и сделать шаг к созидательному обществу, к той мечте, которая внутри каждого из нас есть, которая может стать реальностью. Вот, Зебо, мы опять вместе. С интернетом что-то не так, да. Да. Да, по поводу четвертой основы, мы тогда зачитывали четвертую основу — прозрачность и открытость информации для всех. А слышно было вам то, что мы зачитывали? Честно нет. Не слышно. Давайте еще раз тогда зачитаем четвертую основу — прозрачность и открытость информации для всех, если можно. Каждый человек имеет право на получение достоверной информации о движении и распределении общественных денежных средств. Каждому человеку доступна информация о статусе выполнения решений общества. СМИ принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво, открыто и честно. Вот. Если было слышно, просим поделиться пониманием, как вот изменится жизнь наша, если эта основа будет реализована на практике. Ну, смотрите. Очень коротко, да? Очень коротко. Ну, не очень, можно и больше. Да. Нет, это то, что уже все знают, что, смотрите, вот этот год, да, ну, прошлый год, 2020, да, был такой год, что СМИ настолько манипулируют, и настолько про ковид, да, многие те, которые даже не болели, они просто так прочитав это или услышав откуда-то, все, уже пошла. И это волна, можно сказать. Если СМИ дает негативную волну, то и это так и продолжается, и от друг друга, от рук к руке все-таки идет. А если СМИ, да, дает позитивную, не только как бы иногда, вот по своему опыту могу сказать, что СМИ иногда переукрашивает то, что ой, такое злое сделали. Вот это очень приукрашивается, во-первых. Во-вторых, это и фильмы, можно сказать. В фильмах, что так много убийств, так много в мире что-то там делают, да, там везде как бы плохо. И когда ты, например, у тебя есть свободный доступ
и ты как бы видишь, да, столько хорошего еще в мире случается, да. Например, я могу сказать, что где-то со студенческих год, где-то 2012 год, я вообще не смотрю телевизор и новости тоже не смотрю. И когда ходим в гости, да, к нашим родственникам, и там смотришь, какие там новости, да, везде плохо, везде, и у нас тоже. И давайте будем так как бы жить, да. А когда ты, как бы, например, в интернете, да, ищешь такие, можно сказать, позитивные и интересные новости, и ты узнаешь, что на самом деле в этом же мире много чего хорошего случается. Для меня одна из таких, что, например, Швейцария, да, если вот так, да, вот, со стороны смотреть, Швейцария покупает мусор других стран, и он делает из этого что-то лучшее. И каким-то образом я никогда не слышала это из телевизора. Я не знаю, может, я сама не видела или как-то так. И таких примеров есть очень много. Очень много волонтеров ходят, чтобы чистить океаны грязные. И вот тоже, когда я не знала о движении АЛЛАТРА, да, я думала, ну, как бы жизнь такая, все, нужно как бы, да, смириться, уже все. А когда ты знаешь, что не только как бы 10, и там 20 или там 30 людей, нет, уже больше, чем миллионы людей, они объединились для одного человека. И все люди ради одного, и один ради других. Думаю, это самое ценное, самое нужное, да, если так взять. Вот, если так, в общем-то, сказать. Спасибо, Зебо. В принципе, ты захватила еще и следующий вопрос, можно сказать. Да? Созидательная идеология. Следующую основу тоже зачитаем. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы. Создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы. Взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей. Запрет пропаганды насилия, порицания и осуждения любой формы разделения, агрессии, проявления античеловечности. Здесь, я думаю, эта основа прямо трогает меня, да, мое сердце до глубины, потому что это не только созидательная идеология, это больше, чем созидательная идеология. Вот. Почему я так говорю? Было такое время, что я считаю этот год самым счастливым, да, для себя, потому что тогда мне, можно сказать, так получилось, что я попала в интернат. Попала почему? Потому что нам нужно было просто 1 год ходить в интернат, чтобы потом сделать операцию. И там, на самом деле, я видела и там ощущала на себе очень важные вещи, которые я сейчас не могу забыть. Вот. И с того времен я вот как бы думаю, что созидательная идеология, да, это прям касается прям каждого человека и каждого до единого. Вот. И смотря на тех людей, которые там жили, которые там, можно сказать, каким-то образом творили, да, и такой ограниченный прям в таком ограниченном доступе, но все равно они хотели создавать, они хотели делать что-то лучшее, что-то, чтобы принесло людям, да, и другие, да, например, учителя, те, которые они были зависимы от них. И вот здесь
самое важное, им не хватает вот эта созидательная идеология и совесть. И самое главное — совесть. Независимо от религии, от мировоззрения. Вот эта совесть, да. Если так смотреть, я думаю, прямо, может, я еще раз повторюсь, но под каждым словом, которое объясняет вот эту одну главу, я вот с душой как бы подписываюсь, потому что это самое нужное, самое прям необходимое для людей. Вот. Да, это так и есть. Тоже очень резонирует вот 5-я основа, созидательная идеология, тоже считаю это очень-очень важным. Кстати, один момент тоже вспомнилось, да, когда я попала в Германию, и там люди, да, те, которые переезжают в других городах, они просто как бы берут свои вещи, да, старые, например, на самом деле они новые, очень новые, они берут и прямо как бы оставляют на дороге, чтобы другие видели, да. И еще я заметила такое, что, например, вот это бытовые вещи, стаканы, вот это все, книги. Там есть отдельный буфет, там, где уже, например, прочитали вот эту книгу, и они как бы оставляют для других, или про стаканов, да. И все, там очень много вещей. И для меня это было что-то такое интересное. И вот это все как бы от чистого сердца и от совестливости людей, я думаю. И они, самое интересное для меня было то, что, например, семья, в которой я жила, они не смотрели на них вот так: ой, если бы я пойду и заберу, да, кто-то там на меня косо будет смотреть. Нет, она так вот легко как бы относилась, да: о, круто, давай-ка, да, посмотрим, может, что-то там тоже нужно есть. И все. И я думаю, это просто нужно воспитать, просто нужно не бояться и принять, просто нужно об этом думать, да. Например, тоже могу сказать о том, что долгое время для меня, когда я познакомилась с «АЛЛАТРА», когда с созидательным обществом познакомилась, и для меня было такое: да это невозможно, как это так, это вообще это не может быть, как может быть медицина бесплатна, как так это может быть, вот такая основа, да, другие основы тоже, да. И на самом деле ты видела, да, ты была в такое общество, где медицина, ну, можно сказать, не на 100% бесплатно, но бесплатно, во-первых. Во-вторых, ты уже видишь действие созидания людей, которые уже что-то делают. И таким образом ты уже осознаешь, что ты полностью 100% уверенно можешь сказать, что нет, возможно, просто не надо бояться. Не надо, вообще не надо бояться. Просто нужно брать и делать, и сказать, во-первых, самому себе, да, вот этот, который привели в пример слончик, да, когда ты маленький, тебя прям приручают, да, жизнь такая, например, да, если привести, жизнь такая, ничего, такие страдания, все, давай, терпи. А когда ты как бы вырастаешь, можно сказать, в фундаментализм. Таким человеком, который ты уже с таким фундаментом, с таким багажом, и ты просто не хочешь как бы избавиться от этого. Если так смотреть, почему нет? Нужно, вот необходимо на сегодняшний день строить созидательное общество. И с такими, можно сказать, классными основами. Да, Забо, то, что вы говорите, как раз то, что в каждой стране есть какие-то свои созидательные примеры, да, вот того, что люди действительно делают от души в созидательном ключе, не для себя просто, а для других тоже. То есть эти примеры, они есть всюду, и если мы просто соединим вместе все самое хорошее, да, то есть мы выбросим все самое плохое и оставим все самое хорошее, то это и будет созидательным обществом. Просто что нам же не нужны революции, нам нужна эволюция. Поэтому, когда мы строим созидательное общество параллельно, да, тому, как сейчас потребительское, вот так оно и есть, то постепенно это просто замещается одно другим без каких-либо
ну, вот, проблем, каких-то конфликтов, потому что это действительно то, что хотим все мы и каждый из нас. Поэтому мы Кстати, можем это сделать. Да. я просто хотела добавить вот, о созидании, можно сказать, Таджикистана, да, может, для других стран это немножко такой непонятный, такой позитивный шок, можно сказать, да, когда вот то, что мне очень нравится, да, мы принимаем гостей как самое дорогое для нас. И даже те туристы, которые приходят с других стран, мы можем просто это как бы принять их и просто как бы жить, да. Он хочет здесь жить месяц, и там 10 дней, или там сколько еще. Он может свободно так себя вести. Я думаю, да, тоже такие примеры у всех странах есть. Да, Вот. очень интересно. Спасибо большое. Давайте теперь перейдем к 6-й основе созидательного общества — развитие личности. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. Вот, что вы можете сказать по поводу этой основы? Ну, на самом деле это как будто эти основы писала я сама. И как бы только для себя, можно сказать. Вот. Об этом я могу сказать, что вот если был такой хороший, когда-то хорошая тема была такая, что если бы у тебя было $1 000 000, да, как бы ты как бы потратила все это, да? И здесь я об этом, можно сказать, давно тоже думала, да, при себе, что, например, когда будет у меня вот так-то, и каким образом как бы я жила, да. И об этой основе могу сказать, что когда ты не привязан к чему-либо, да, ты можешь просто творить для других, и это от всей души. Это на самом деле от всей души. И для меня самой я бы пробовала себя в таких разных, очень разных сферах. Я очень люблю исследовать как бы, как сказать, прям зерно, да, прям то, что почему это так происходит, почему, например, в наши страны одно воспитание, в других потом другое, да, и вот это исследовательский кровь, можно сказать, которая в меня течет, это вот эта основа, наверное, самое нужное, и не только для меня, для других тоже. И могу сказать то же самое про моих знакомых, друзей. Им прям это необходимо, это прям необходимо, чтобы как бы люди просто развивались в то, чего они хотят. Не то, что навязано, не то, что модно, не то, что так нужно, да, просто брать и развиваться. И я думаю, здесь и добавить нечего. И на самом деле об этом можно сказать очень многое. Вот. Здорово. В созидательном обществе у всех будет возможность развиваться, развиваться и развиваться, да? Потому что и обучение будет бесплатно, и времени на это будет достаточно. 4-часовой рабочий день, 4-часовая трудовая неделя по выбору, да? Хочешь работать больше, пожалуйста, если ты так любишь свою работу, или а хочешь, работай 4 часа и развивайся. И предлагаю перейти к следующей основе — справедливости и равенства. Все природные ресурсы принадлежат человеку и честно распределяются между всеми людьми. Не допускается монополизация ресурсов и их нерациональное использование. Эти ресурсы справедливо распределяются между жителями всей Земли. Человеку гарантируется трудоустройство при его желании. Оплата труда за идентичную должность, специальность, профессию должна быть одинакова по всему миру. Каждый имеет право на частную собственность и доходы, однако в пределах установленного обществом размера капитализации индивида. Зебо, очень хочется узнать
услышать твое мнение по этой основе. Про справедливость и равенство, я думаю, это тоже одна из самых важных, очень самых важных для человека, для человека. Вот. И то, что все будет справедливо, да, например, опять перейдем к нашим гражданам, которые вынуждены просто оставить свои дома и как бы пойти на заработок. Наверное, в других странах им просто необходим вот эта справедливость и равенство. Вот. И то, что о себе, да, сказать, там, например, вот этот год, который я провела в другой стране, вообще другой менталитет для меня. И на самом деле я не могу, я не сталкивалась с такое, чтобы кто-то как бы несправедливо относился ко мне, но я видела много людей, которые на самом деле вообще несправедливо осуждены, во-первых. Во-вторых, тоже справедливость и равенство можно тоже привести такой пример, что люди как бы создают, да, и они несправедливо Всего. просто зависайте. Да, мы зависаем. Это интернет. Интернет. Сейчас уже все хорошо? Ну, намного лучше, да, то, что я слышу, это хорошо. Здорово. А все это время было меня слышно, да? Да, все хорошо. Слышно, слышно. Можно продолжать. Хорошо тогда. А то я думаю, когда что-то, может, не дошло. Нет, все хорошо, все слышно. Вот. И вот это справедливое и равенство, да, и то, как преподносится и в других странах, да, чтобы каждый человек чувствовал себя везде как бы нужным, во-первых. Во-вторых, и это ощущение нужности исходит от того, что человек создает, созидает, что-то делает для других. И когда и это есть, да, и справедливо все как бы оценивают, это самое главное. Хочу добавить, просто, Зебо, ты в пример ставила своих соотечественников, которые вынуждены покидать, да, свои семьи, ехать на заработки. Ну, в действительности, когда будет реализована и эта основа, и все основы, у людей не будет необходимости покидать семьи и ездить на заработки, потому что вот как раз в этой основе мы зачитали, да, что одинаковая оплата труда за одну и ту же профессию, за одну и ту же деятельность, где бы ты ни жил. Потому что это касается и не только Таджикистана, да, это касается всех постсоветских республик, которые вынуждены сейчас покидать и ездить на заработки. К сожалению, сейчас это присутствует. Но вот когда мы построим созидательное общество такие, да, и будут реализованы все основы, я думаю, что все будут жить в своих семьях, и эта нужда уже отпадет, конечно. Конечно. Я думаю, это самое нужное. Вот сейчас необходимо для каждого человека. Если еще так глубже посмотреть, да, столько детей прямо вырастают без отцовских забот. И это самое нужное для будущих поколений, да, мы прям строим все своими руками. И так что я думаю, для сегодняшней Таджикистан это прям необходимо, как и для всех стран мира. Есть и многие страны, которые условия тоже не лучшие. Вот. Так что вот это одна из самых наиболее важных для людей.
Да, действительно. Вот тема миграции, иммиграции, да, в другие страны для того, чтобы заработать, это такая, вот, как говорила Чулпан, острая сейчас проблема, которая стоит остро перед людьми. И даже если не брать постсоветские страны, я думаю, что везде есть люди, которые куда-то переезжают, да, эмигрируют. Везде есть, несмотря на внешнее высокое качество жизни, все равно везде есть незащищенные слои населения, да, и люди, которые нуждаются в помощи, которые покинуты, которые там или обмануты, или еще, ну, вот, в таких неблагоприятных условиях находятся, да, но если мы вспоминаем о первой основе ценность жизни человека, если действительно это станет основополагающим, то такого не будет, ну, просто не будет, потому что каждый человек, он действительно является ценностью, и его жизнь — это самое ценное, и все общество будет заботиться об этом, поэтому справедливость и равенство тут тоже огромную роль играет, что действительно мы все приходим в этот мир равными. У нас нет, у нас 2 руки, 2 ноги, голова, да, и мы все одинаковы, и нам на самом деле нечего делить. Просто потом вот потребительское общество ставит нас в такие условия, как вот сегодня. Но мы можем это изменить. И как раз последняя основа, 8-я основа созидательного общества — это самоуправление общества. Сейчас мы ее зачитаем. Понятие «власть» в созидательном обществе отсутствует, так как ответственность за общество в целом, его развитие, условия жизни и гармоничный строй лежит на каждом человеке. Каждый человек имеет право участвовать в управлении делами созидательного общества и в принятии законов на улучшение жизни человека. Решение общественно важных, социально значимых, экономических вопросов, влияющих на изменение качества жизни человека, выносятся на всенародное обсуждение и голосование, референдум. Зыбу, как вы считаете, насколько важно, чтобы вот понятие «власть» отсутствовало в созидательном обществе? И вот эта основа, насколько важна, на ваш взгляд? Смотрите, я опять же перейду к той же Германии, да, и, например, то, что я там видела, очень много людей из разных стран из-за нужды, из-за вот этой войны в своих странах им приходится жить в Германии. Это не означает, что Германия какая-то там не лучшая страна, но могу сказать, что вот опять же будет, наверное, тема про безопасность человека, да, и сейчас вот эта основа, которая власти не будет ни на одного человека, да, если так взять, если это не будет, то Афганистан будет вообще процветающей страной, и Ирак, и Сирия, и другие страны, которые, например, то, что Афганистан наш сосед, да, то, что я знаю, и у меня даже соседка тут жила рядом с нами, она говорит, что да там мирные люди, ничего не делают, но кто-то за них решает, и приходится там бежать от одной точки и другой точки. И знаю очень много хороших людей, которые и в Германии, которые, они плачут, что нам просто нравится как бы жить в той стране, где мы родились, но это невозможно, они говорят об этом, это трогает, я думаю, каждого человека это трогает, вот. И здесь хочется еще добавить, что нужно осознанно приходить к этому, осознанно приходить к каждому выбору, каждому человеку, например, каждой идее, да, к чему это приведет. Не надо как бы думать за неделю вперед, нужно думать годами вперед, к чему мы это, как бы, то, что мы создаем, к чему это нас приведет. Это, я думаю, это самое важное. И на сегодняшний день это вообще не секрет, что тоже власть, да, когда вот даешь человеку власть над себя, ты уже как бы сам себе говоришь, что все, как бы ты не можешь, как бы не имеешь голоса, вот. И
Так что и одна тоже такая тема для меня с детства был такой вопрос, что, например, я хочу жить мирно, да, чтобы родители были рядом, и как бы все как бы были рядом, вот. Но почему вот это продолжается, да? И тогда еще моя мама говорит, да, им просто нужно перестать продавать вот это оружие, да. И тогда я начала глубоко думать, а кто это оружие делает? Почему вот так, да? Почему кто-то там сидит и решает то, что я хочу, да? И на самом деле такие опыты, можно сказать, уже есть. Например, в той же Германии, да, был такой период, что они выбирали главу своего района, да, и им приходили почты, как можно сказать, как блокнот, как книжка, да, как тетрадь. Им нужно было прочитать его планы и потом голосовать. И на самом деле это возможно. Просто не надо на это закрыть глаза. Это везде так. И в другие страны тоже. И лучше это. Вот. Так что это, я думаю, самое главное, что может быть, что каждый человек осознанно берет свою жизнь в своих руках и делает. Вот это не лениться, не сказать, что ой, там это наша судьба. Нет, это не наша судьба. Это ты сам строишь свою судьбу. Вот так нужно думать. У нас есть одна поговорка, я, наверное, скажу это на таджикском, да. Вот. Говорят, что тахдир — это судьба, переводится на русском. И есть люди, которые говорят, что у меня так написано как бы в судьбе, да, и по нам это переводится так, что тахдирам хамим будаст. И есть еще люди, которые хотят двигаться, да, говорят, что тахдир джумбон даркор. Это означает судьбу нужно, если дословно перевести, нужно вот так как перевести, да, менять, да, чтобы поменять судьбу, да, это очень красиво звучит на таджикском, вот. Так что на самом деле нужно проснуться, и на самом деле нужно со своей судьбой уже что-то делать. И не перекладывать ответственность на судьбу, на кого-то другого, ой, там, кто-то там еще. Нет, просто взять и делать, и осознанно. Вот это последняя, наверное, основа, это хороший итог, то, что прям дает вызов каждому человеку, что нужно на самом деле как бы открыть глаза и думать, и делать, и желать, и созидать, в конце концов. Вот. Да. Зебо, а скажите, а как будет на таджикском звучать «Я поддерживаю созидательное общество»? Вот очень интересно. Я знаю, что как бы, смотрите, что я скажу. Например, Узбекистан, да, тоже одна из наших соседей, там Иран, Афганистан, другие страны тоже есть. Вот. И если на узбекском, да, очень как бы похоже получается, например, «Джомеаи буньоткор». Вот. А если, чтобы было понятно иранцам и афганцам, да, будет «Джомеаи созанда». И таджикам тоже будет очень как бы понятно. Вот. Так что «Джомеаи буньоткор» можно сказать, «Джомеаи созанда» можно сказать еще «Джомеаи ояндасоз», да. Все самые лучшие впечатления, которые дает вот это слово. Вот, так что наш язык очень, очень богатый язык, очень древний язык, так что можно еще по-разному
На самом деле, благодаря нашему эфиру сегодняшнему и следующим эфирам, которые мы еще будем проводить, эта идея будет по всему Таджикистану и по Ирану, да, распространяться. Конечно, да. И вот это будет звучать, я поддерживаю созидательное общество, будет звучать по всем этим странам. Да, вот. Кстати, смотрите, наверное, я забыла. Манджомиаи Созандаро Таравдори Мекунам. Это будет по-нашим, да, таджикам, иранцам, афганцам будет понятно. Узбекам, наверное, не очень, но можно просто там переставить слова. Вот. Ну, ничего, у нас в Узбекистане есть тоже участники движения, есть АЛЛАТРА ТВ Узбекистан. Я думаю, что там, да, там обязательно будут гости, которые озвучат это на узбекском языке. Поэтому все замечательно. Здорово. Прошлись мы по 8 основам. И знаете, дорогие друзья, хочется сказать, что мы ведь не задаем вопрос, да, возможно это или невозможно. Мы спрашиваем, хотите вы жить в созидательном обществе? И как вы себе это представляете, да? И все вместе мы можем его построить. И, Зепо, у нас традиция спрашивать гостя, кому бы вы передали слово. Кто из ваших знакомых может стать гостем одного из следующих эфиров? На самом деле я уже сказала о созидательном обществе своим друзьям, и есть желающих среди них, которые хотят тоже присоединиться, дать интервью, да, и сказать, что как бы, Таджикистан тоже хочет созидательного общества. Вот. Так что на самом деле их много, да. И просто следите за АЛЛАТРА ТВ Таджикистан. Дальше все будет больше и больше. Будет много людей у нас в гостях, это очень-очень радостно. И также хотим рассказать о большом грандиозном событии, которое будет 20 марта 2021 года. Это будет конференция, намного масштабнее, чем конференция 20 декабря была. Ее название «Созидательное общество. О чем мечтали пророки». И эта конференция, она вот даст понимание того, что действительно все пророки во все времена, которые приходили, они говорили об одном. И они завещали нам, людям, жить вот действительно в созидательном обществе, да, впоследствии в идеальном обществе. И что на самом деле нас всех это и объединяет. И эта конференция, она даст огромных много пониманий, как мы можем еще прийти к созидательному обществу еще быстрее, да, и будет много интересной информации, уникальной информации, которая нигде раньше не звучала. Поэтому приглашаем всех присоединяться к этой глобальной конференции. Вот. Да, дорогие друзья, и время нашего эфира подошло к концу. Благодарим ЗБНСО за интересную беседу. Друзья, присоединиться к проекту «Созидательное общество» может каждый через официальный сайт проекта allatraunites.com. Если вы также поддерживаете проект «Созидательное общество», делитесь нашими эфирами, ставьте хэштеги АЛЛАТРА, АЛЛАТРА Unites, «Созидательное общество». Присоединяйтесь. Без вас мы будем гораздо дольше строить. Все вместе мы сделаем это быстрее. Мы все хотим жить в созидательном обществе. До свидания и до новых встреч. До свидания всем. До свидания всем. На дворе 21 век. Мы запустили ракеты в космос, но до сих пор не научились жить в согласии друг с другом. Мы создали множество религий, но ведь Бог един. Почему все разделено и раздроблено на части? Ведь истина одна на всех. Будда говорил: если ты по-настоящему любишь себя, ты никогда не сможешь причинить боль другому. Но мы говорим «люблю» и делаем больно. Иисус сказал: возлюби ближнего своего, как самого себя. Но почему мы все время ссоримся и воюем? Пророк Мухаммед, мир ему, учил: не уверовал тот из вас, кто не возлюбил брата своего, как самого себя. Оглянись, в каком мире мы живем сегодня? Разве этого хотели пророки? Созидательное общество. О чем мечтали пророки? Глобальная, объединяющая конференция
20 марта 2021 года пришло время создать мир, о котором мечтали все пророки.